Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Медиа-агентство «Спутник Абхазия» отмечает юбилей. Роберт Киут провел совещание с заместителями, начальниками подразделений Центрального аппарата МВД, городских управлений и районных УВД. На отдых в Абхазию прибыли ветераны СВО. Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Абхазии Бадры Гунба с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом. От имени народа Абхазии и от себя лично Бадра Гунба выразил поддержку народу и руководству Сирии в очередной раз подвергшейся атаке со стороны международных террористов, поддерживаемых коллективным Западом. Бадра Гунба выразил уверенность в том, что, опираясь на народ Сирии и поддержку нашего общего союзника великой державы России, законно избранная власть сделает все необходимое, чтобы на сирийской земле воцарился мир. Исполняющий обязанности президента также сообщил сирийскому коллеге о том, что через абхазское посольство в Сирии обратился к соотечественникам поддержать законно избранного президента, который возглавляет справедливую борьбу сирийского народа за сохранение своей государственности, быть на стороне правды. Президент Сирии поблагодарил Бадру Гунба и посла Абхазии в Сирии за призыв к диаспоре поддержать руководство страны. Башар Асад отметил, что в случае, если будет необходима какая-либо помощь, он, несомненно, обратиться к Абхазии. Незаконно действующую майнинг-ферму выявили в селе Мачара. На территории частного домовладения по улице Бхаразия сотрудники милиции изъяли 17 майнинг-аппаратов, принадлежащих Роберту Каарес. В отношении владельца составлен административный материал. Вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности посвящалось совещание, которое провел исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. Подробности в материале пресс-службы МВД. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел рабочее совещание с заместителями, начальниками подразделений Центрального аппарата министерства, городских управлений, районных отделов внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Об общем положении дел доложил начальник штаба МВД Денис Таня. За отчетный период по республике зарегистрировано 4 преступления, все они раскрыты. В их числе незаконная порубка деревьев, 2 факта, незаконное приобретение, хранение и потребление наркотических веществ, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, 1 факт, самоубийство, 2 факта, медикаментозное отравление, 1 и обнаружение трупа, 1. Всего с января текущего года в настоящее время зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, за аналогичный период их было 170, погибших в результате которых 45, за аналогичный период 52. И с телесными повреждениями доставлено 166 человек, против за аналогичный период 237. По фото-видеофиксации вручено постановление 725, составлено административных протоколов 36 и количество оплаченных постановлений 652. Начальники территориальных подразделений органов внутренних дел отчитались о положении дел на вверенных им участках, о комплектации, расстановке личного состава, готовности к обеспечению правопорядка в период приближающихся новогодних праздников, а также начала предвыборной кампании в стране. Роберт Киут призвал сотрудников к слаженной работе, ответственному выполнению возложенных на них функциональных обязанностей. Нам необходимо действительно как-то рационально подойти к использованию имеющегося ресурса, для того, чтобы работа не была остановлена, потому как вы сами понимаете, если, не дай бог, ситуацию, которую сегодня мы удерживаем, если хотя бы на какой-то процент ее упустить, потом нам тяжело будет это все восстанавливать. Криминогенную обстановку в стране нужно держать в таком же порядке, в котором она есть. Глава МВД заверил коллег в оказании материально-технической помощи. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и поставлены сроки их исполнения.
Журналисты медиа-агентства «Спутник Абхазия» принимают поздравления. Одному из самых востребованных информационных ресурсов в Абхазии исполнилось 10 лет. Среди тех, кто лично поздравил коллектив «Спутника», была и наша съемочная группа. Репортаж Лауры Капш. Бадра Гунба, спутник Апсны, коллективы, Рыдайны, Халыджулар, Бжарат, информация от Мадзура, Апсны, Ядыртыш, Тевяшукса, Ацра. Ежедневно на 2 языках «Спутник Абхазия» вещает о самых важных событиях, которые происходят у нас в стране, а также в России и в мире. Более 40 сотрудников трудятся здесь, чтобы создавать качественный и интересный контент для зрителей. «Спутник Абхазия» сегодня занимает практически целый этаж в большом офисном здании. У каждого сотрудника есть свое рабочее место. А начиналось все с маленького помещения, где все сидели спиной к спине. Мы поначалу только работали с сайтом, а потом уже обороты начали набирать. Ну и как бы это было запланировано, не так, что мы выдумали, да, что мы вот хотим там радио, хотим там соцсети. Нет, это была спланированная абсолютная история. То есть начали с сайта, затем у нас было радио, соцсети. И вот сейчас мы, собственно говоря, управляем 2 каналами в Телеграме, даже 3 каналами, 2 на абхазском языке, это новости, и, скажем так, культурный, да, канал на абхазском языке и 1 канал на русском языке. И, соответственно говоря, в соцсетях во всех присутствуем. И также сайт у нас существует, и радио, которое вещает в прямом эфире. Так что вот такое вот достижение за 10 лет, я считаю, что достаточно приличное. «Спутник» собрал дружный, сплоченный коллектив. Здесь каждый привязан к своей работе. У сотрудников горят глаза, а значит, контент будет востребован. Отвечая на вопрос, что для вас «Спутник», все отвечают, это наш второй дом, куда мы всегда хотим возвращаться. Спутник Апсны сызыхын сыбстазар яхтак негалыд избанок за жашып сари имаджим амтоп амтахцах хасабыла برزحنا سريع وصورة نخح نجارة عواد بيسد بيزغ زاشقة أكررتنا كود زمان زر كولكتيف حرلوب ناس كي كولكتيف عيد قلرة كان خلا جيرخ نس وسق خبيشوق وخا كارش بالأتمosfera كان خلا وصورة ستة سنين Новости делают журналисты, а к читателям они попадают благодаря СММ-специалистам. Салима Лабия уже более 3 лет работает в «Спутнике», и именно она публикует все новости в соцсетях. Сейчас у нас Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс.Дзен. Нам присылают материал, мы его переписываем под каждую соцсеть. Некоторые материалы мы можем сделать инфографику, какой-то материал мы можем сделать видео из какого-то материала, то есть и подбираем фото к материалу и публикуем уже вот в соцсети. «Спутник» попала совершенно случайно, решила попробовать себя как СММ-специалиста. Вот, я долго обучалась в «Спутнике», где-то 1,5 месяца именно только обучение проходило. Я училась писать тексты, то есть все по-новому было здесь у меня. Но после стажировки уже меня взяли на работу, и вот 3,5 года я уже здесь работаю. 10 лет назад, открывая «Спутник», перед нами стояло немало задач и целей. Сегодня с уверенностью говорю, что мы сделали больше, чем планировали, отмечает шеф-редактор «Спутника Абхазия» Дмитрий Нездоровин. Естественно, что мы не стоим на месте, мы отвечаем на новые вызовы, да, которые так или иначе диктуют и время, диктуют новые форматы, новые медиа, новая аудитория, новый читатель. У них совершенно свое, скажем так, специфическое восприятие. Да, уже мало кто сидит и обстоятельно изучает сайт. Люди привыкли, что им доставляют информацию, буквально готовую, разжеванную, буквально в руки, да, то есть наш смартфон, который мы имеем, собственно говоря, наше такое окошко в информационный мир, вот, и здесь наша уже задача не оплошать и стать первыми, кого
откроет человек на своем устройстве. Мы поздравляем коллектив агентства «Спутник Абхазия» и желаем им удерживать планку достигнутого, а главное – хороших и добрых новостей. Лаура Капшира Мукамке, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поздравил коллектив «Спутник Абхазия» с десятилетием. За это время вы заняли свое исключительное место среди СМИ Абхазии. Тысячи читателей ежедневно следят за новостями на ваших платформах, ждут ваших эфиров на радио, в которых всегда ведутся интересные беседы, подчеркнул он. От лица руководства республики Бадра Гунба поблагодарил «Спутник» за активное и качественное использование абхазского языка в работе и за систематические обучающие программы для журналистов. Коллектив агентства «Спутник Абхазия» с десятилетием начала работы поздравили спикер парламента Лаша Ашуба и чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Они пожелали «Спутнику» дальнейшего развития и реализации новых творческих планов. По приглашению исполняющего обязанности министра туризма Абхазии Теймураза Хишба на отдых в нашу страну прибыли ветераны специальной военной операции. Репортаж Сарии Кварацхели. Александр Матвеев, позывной «Бирюк», из казачьего отряда специального назначения «Барс-16 Кубань». Особенность этого отряда в том, что он состоит из казаков-добровольцев, которые уже 2 года выполняют боевые задачи на одних из самых сложных направлениях СВО, последняя из которых наступательная операция по возвращению города Красный Лиман. На сегодняшний день такая социальная поддержка военнослужащим очень важна, отметил Александр Матвеев. Прибыли, скажем так, по приглашению министра Теймураза Владимировича. Нас 5 человек прибыло, участников СВО. Нас пригласили для восстановления и лечения. Это огромное спасибо, что вы нас пригласили и помогаете нам. От чистого сердца, от чистого. Исполняющий обязанности министра туризма Теймураз Хишба лично встретил гостей на абхазо-российской границе. Все они, к сожалению, раненые, контуженные. Мы их примем. Конечно, для нас это большая честь. Многие из них награждены медалями за отвагу. Вы знаете, какая сложная сейчас ситуация в районе специальной операции. Это на самом деле отголоски того грандиозного обмана Запада по отношению в то время к одному единому советскому народу, что войска не будут приближаться, что НАТО не будет приближаться к границам, но тем не менее эти обещания не были подкреплены документально, и мы имеем то, что мы имеем. Абхазский народ, безусловно, поддерживает Россию, поддерживает ее великого лидера Владимира Путина. И мы будем делать все возможное. Конечно, особо хочется отметить абхазов и уроженцев Абхазии, которые находятся в эпицентре боевых действий. А мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы как-то облегчить жизнь тем людям, которые борются за наши общие ценности, за наши общие идеалы. Реабилитация ветеранов будет проходить в Гагре. Их заселили в санаторно-курортный комплекс «Континент Гагра», расположенный в центре старого города в 100 метрах от знаменитой колоннады. Специально для гостей запланированы экскурсии, а также оздоровительные процедуры в больной лечебнице. Это первая группа, еще будут приезжать. До этого приезжали, мы привозили детей из многодетных семей Калужской области, жители, которые погибли в специальной военной операции. Потом мы привозили, по большому счету, из-под огня детей, это прямо с линии фронта. Сегодня конкретно самих ветеранов мы будем это продолжать, пока мы можем это делать. Отдых продлится 10 дней, после чего ветераны снова вернутся на передовую. Отдельная благодарность директору санаторно-курортного комплекса «Континент Гагра» Гиви Ладаре. Сария Кварацхели, Нарсот Сулуки, Абхазское телевидение. 16 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, выявлены сотрудниками ГАИ в ходе очередного спецрейда. 2 человека отказались от медосвидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Библая Пата Вамриевич, 1982 года рождения, житель Ткорчалского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Устян Хачик Аикович, 1974 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джугеля Руслан Ларикович, 2002 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Адилов Исламон Иктамович, 1992 года рождения, житель Республики Узбекистан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шагин Серкан, 1989 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Цава Ливан Тенгизович, 1988 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Авицба Вадим Эдуардович, 1993 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Харчиков Андрей Юрьевич, 1989 года рождения, житель города Сочи, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Капсузян Элеонора Валерьевна, 1991 года рождения, жительница Сухумского района, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Чконя Умар Мирович, 1972 года рождения, житель Чимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Квазава Аляс Гивевич, 1999 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дгебиев Тандил Михайлович, 1953 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. КЦ Руслан Викторович, 1992 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барцит Зураб Александрович, 1974 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Таслимбов Икрамали Тахирджон Аглы, 1990 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Арсали Леон Ладикович, 1996 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Данилян Ливонова Нестович, 1987 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Джинджуля Инал Мирьянович, 1995 года рождения, житель Гуларыбского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Более 12 тысяч учебников по истории Абхазии, абхазскому языку и литературе, русскому языку и окружающему миру были переизданы Министерством просвещения Абхазии. Книги будут розданы по школам во всех районах республики. И совсем скоро ожидается поступление новой партии учебников «Анбан. Рабочие тетради». По словам исполняющего обязанности министра просвещения Инала Габли, переизданные книги восполнят нехватку учебников в общеобразовательных учреждениях страны. Это история Абхазии 5-9 класса, это абхазский язык 6 класс, это русский язык 3 класс и абхазская литература. 10 класс мы эти все книги переиздали, сделали новый дизайн, доработали техническую часть учебника. Вот, поэтому я уверен, детям и учителям они понравятся. Также мы до конца года, надеюсь, успеем завести российские учебники, которые мы уже в течение 3 лет привозим при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Как вы знаете, мы более 200 тысяч экземпляров уже привезли и выдали в нашим школам. Есть, конечно же, предметы, которые мы еще не завозили. Есть предметы, где нам не хватало этих учебников. И вот в этом году это будет еще дополнительный нам завоз, который покроет также вот эту нехватку и обновит наши фонды библиотечные. Министерство энергетики и транспорта Абхазии информирует о том, что Россотрудничеством в срок до 15 января следующего года продолжается прием документов от граждан республики для участия в открытом конкурсном отборе профильных направлений в области энергетики и транспорта по программам бакалавриат, магистратура и аспирантура. За более подробной информацией обращаться в представительство Россотрудничества в Сухуми или по телефону 223 33 53. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 3 декабря, на территории Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью 2,7, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.